Идем на мастер слушания на первое. Сейчас как закончится, расскажу, что там было, что говорят, вообще как чего происходит. Так, у нас прошло первое заседание суда. Значит, рассказываю, как там все происходит. По крайней мере, как было у нас. Заводят группой. У нас было 6 человек. 4 русских, 1 говорящий на испанском и 1 из Индии или откуда-то на каком-то пхаджабе или чем-то таком. Нам всем, то есть судья вызвала по телефону 3 переводчиков, соответственно, на все эти 3 языка. Полчаса примерно она говорила все общее для всех, то есть что происходит, что дальше будет, сколько у нас есть времени, что нам положено, что нам не положено и тому подобное. Переводчики, грубо говоря, там по несколько абзацев переводили это на русский, на испанский, на паджаби. Потом она вызывала нас по одному к себе, как бы изначально мы сидели в конце зала на лавочках, потом она вызывала туда к себе за такой деревянный заборчик, поднимали правую руку, приносили клятву, что клянемся говорить там правду, только правду. Переводчики, когда, соответственно, вызывали по одному, остальные отключались, был только, я когда с ней общался, это был русский, была русская переводчица, кстати, так себе, но в целом суть происходящего и что от тебя требуется ясна. Кейсы мы объединили на этом заседании вместе с Полиной. Судья сама предложила это, хотите ли... она Полину спросила после меня, являемся ли мы супругами. Полина вышла, ей тоже там попросили дать клятву, да, Полина дала ей marriage certificate, перевод на английский, который мы сделали еще в Москве. Значит, этот сертификат она ей дала. Судья спросила меня, хочу ли я объединить кейсы, я сказал да. Спросила Полину, да, окей, все, кейсы мы объединили. Прокурор тоже сказал, я не возражаю. Прокурор был на видеосвязи, грубо говоря, там он на экране, на телевизоре, на стене маячил, но толком ничего не говорил, только в этот момент сказал, что да, я не против, и судья сказала, что у штата Калифорния нет претензий, чтобы или у правительства, в общем, что у правительства нет возражений, чтобы объединить ваши кейсы. По сути, она сама это предложила. Так что в этом плане все классно, потому что от волнения я вообще забыл, что надо спросить, как это сделать. В общем, она сама. Ощущения в целом волнительные, но главное не бояться. Никто вас не хочет депортировать, никто вас не хочет дать вам в руки билет и выдворить из страны, никто вас не будет пугать, допрашивать, устраивать интервью на страх. Все окей. Главное общаться вежливо и спокойно слушать, что вам будет говорить судья, и запоминать. Вам дадут необходимые бумажки, все будет хорошо. Важный нюанс. На суд обязательно возьмите с собой какие-нибудь документы о новом адресе. Я надеюсь, вы же поменяли у айсов адрес поручителя. Если вы от поручителя уехали, то вы поменяли адрес, да? Так вот, документ какой-нибудь о новом адресе надо с собой взять, потому что то, что мы отмечались у айсов и меняли адрес, не сработало. Она сказала адрес, который у нее указан, спросила, is correct? И я такой, нет, там старый адрес поручителя. Я говорю, нет, я же менял у айсов. Она говорит, что айсы и суд — это разные ведомства. Есть ли у вас какой-нибудь документ, свидетельствующий о том, что у вас сейчас другой адрес? У меня не было, но, слава богу, у Полины была та бумажка, которую нам дали айсы. Вот эту бумажку я ей дал. Так что вам совет, когда идете на суд, если у вас был изменен адрес, обязательно возьмите с собой какую-нибудь бумажку о смене адреса. В принципе, в суде все прикольно, лояльно. Я не знаю, не скажу, что дружественно, я даже не знаю, что сказать. По сути, как в России. Я был в Москве в Мещанском суде, в Тверском суде был. Примерно все то же самое. Только как-то здесь, не знаю, поспокойнее, что ли, посдержаннее обстановка, не такая давящая на тебя. Что еще? Приходить на суд надо с 862 формой и с 94 формой. У нас 94-ю не попросили, но попросили 862-ю перед входом в зал слушаний, зал
Court, зал заседаний, в общем, зал слушаний, сидит охранник, и несколько этих залов есть. Соответственно, у нас указано просто типа кабинет 200, но кабинет 200, к нему относится несколько кабинетов. И вот у входа на 4-й этаж в этот типа лобби под номером 200 стоит охранник, и на стене у него списки, видимо, по именам и фамилиям или по номеру кейса. Соответственно, он у нас попросил 862-ю форму, с ней пошел к стене, посмотрел, сказал: ага, у вас судья Сьюзен Фан. Все, сидите здесь, ждите вызова в кабинет. Не бойтесь. Мы боялись, но не сильно. Поэтому вы тоже не бойтесь. Все получится круто. Не знаю, друзья, тяжело немножко, потому что немножко волнуюсь, но, в общем, все хорошо. Следующее заседание суда нам назначили на конец февраля 2023 года, то есть через 2 месяца. Очень быстро. Я спросил... Так, по порядку, давайте, по порядку, сори. На это заседание суда надо прийти с адвокатом. На подачу 589 формы у нас есть 11 месяцев с даты заезда, то есть относительно текущей даты 8 месяцев. Она не сказала, что на следующую дату суда надо принести 589 форму, но на эту дату суда надо прийти уже с адвокатом. Я спросил, как можно получить отсрочку и больше времени. Она принципиально сказала, что этого времени вам хватит, чтобы найти адвоката. Так что, 2 месяца. Я чуть поволновался, но, опять же, с другой стороны, окей, видимо, немножко все ускоряется. 2 месяца на поиск адвоката действительно хватит. Но и не было сказано ничего, что мы должны уже прямо весь кейс принести в конце февраля. Не было, просто прийти с адвокатом. Так что есть мысль, что это сделано просто, чтобы немного вас подгонять, потому что пока не знаю, что будет происходить в конце февраля, но я же могу не подать пока 589-ю форму, соответственно, кейса в суде не будет. На это у меня есть законное право 11 месяцев. Так что, видимо, просто убыстрение, чтобы познакомиться с адвокатом, чтобы закрепить за вами адвоката, назначить скорее следующее слушание. Вот примерно так. Ух, друзья! В общем, увидимся в Америке. Желаю вам всем удачи. Делайте все четко, делайте все по правилам. Не теряйтесь из поля зрения айсов. Обязательно приходите на все заседания суда. Все будет хорошо. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, друзья, за просмотр.